Мне предложили, давай сделаем эксперимент с бройлерами. То есть сама компания мне не говорила, какие результаты будут. Я вначале испугался, я думал, то есть если они меньше едят, значит они меньше весят. На первую группу, которая на пропойках была, они буквально все в ряд были пухлые. Мы сэкономили корм с мешка 2-2,5 килограмма, с одного мешка. Препараты у нас малобюджетные. Отбор, когда начинается, слабые умирают из-за каких-то малых даже инфекционных заболеваний. Организм чуть-чуть пошатнулся, что-то получил, какую-то, я не знаю, депрессняк. А те, вторая группа, они буквально уничтожали за пару часов весь корм. 5 пачек ушло на весь период, на 60 голов. А в корме один придет, наестся, второго не пускает. Об этом не было сказано ни слова. Сейчас мы говорим, и люди думают какую-то химию. Брать какой-то препарат или какую-то продукцию, я всегда предупреждаю, буду говорить правду. Я с вами, если даже не буду иметь никакой связи, я, наверное, приеду, прикуплю себе все-таки пару пачек. Сәлеметсіздер ме, құрметті отандастар? Біз бүгін өнеркәсіптік микробиология компаниясының полилактовид және бентабак препараттарының бройлер тауықтарына қолданғаны туралы және солардың нәтижелері туралы сұхбат алуға келіп отырмыз. Бұл Қарасай ауданы Үшқоңыр өңірінде орналасқан жеке шаруашылық. Сол жайлы міне Расимнен сол жайлы өзінің жаңағы тәжірибесінде болған барлық нәтижелерін айтуды сұраймыз. Расим, скажите, пожалуйста, вы вот использовали препарат полилактовид и бентабак в этом птицах-бройлеры, это мясного направления. Да. И скажите, пожалуйста, с какого возраста, при какой дозе использовали, как в результате, что вы увидели, и насчет кормов, обычный рацион или как? Вот насчет этого скажите, у вас две группы, я насколько знаю, две группы мы поставили, да? Да, совершенно. Две группы. Вот, пожалуйста, вам слово. Приветствую, дорогие подписчики. Наверное, многие узнали, вы в хозяйстве Большого Папы. Сегодня вот к нам приехали с репортажем, и теперь у меня берут репортаж. Конечно же, я расскажу, как прошел наш эксперимент. Изначально было дело так, что я просто вот ко мне институт обратился, дал препараты, используй, посмотри, как они якобы себя проявят, да, на деле. Я использовал на обычной птице, поднимал обычный молодняк, и, знаете, я не экспериментировал ничего, но пронаблюдал очень хорошие такие результаты, такие как не было падежа, здоровье было хорошее, перо хорошее было и так далее. Мне понравилось, я озвучил этот момент, и вот, дорогие, значит, с компании работники мне предложили, давайте сделаем эксперимент с бройлерами. На что я согласился, потому что я как раз таки хотел этим заняться, поголовье бройлеров завести и так далее. Недавно у нас закончился эксперимент, то есть он длился 2 месяца. Сейчас сериями будет выходить, конечно же, наш эксперимент. И я вам скажу, то есть изначально, когда мы начали, начальные этапы, конечно, мы ничего не замечаем, не видим. Но постепенно все бросается в глаза, и есть определенные моменты, о которых, конечно, я бы хотел вам рассказать. То есть сама компания мне не говорила, какие результаты будут. Я их сам уже воочию увидел просто. То есть у нас пошла экономия корма. Буквально, я вам скажу, с 5-го дня я заметил, что та группа, которую мы пропаивали, прокармливали препаратом бентабак и пропаивали полилактовидом, у нас была экономия корма и экономия почему-то воды. То есть и воды меньше они пили. Я вначале испугался, я думал, то есть если они меньше едят, значит они меньше весят. Нет, это было потом все взвешено и так далее. Эта группа даже превзошла по весу. То есть на начальных этапах она уже на килограмма 5 пошла вперед. При этом ела намного меньше корма. А если сказать по здоровью, по падежу, здесь я ничего выразить сильно не могу. В принципе, я выделяю бройлеров как очень сильную иммунную птицу, поэтому обе группы хорошо шли нормально. Товарный вид был сохранен очень хорошо. В принципе, было клеточное содержание, но все же они были очень классно выглядели, они очень хорошо пошли в вес. Те, которые были на бентабаке, они превзошли весом, они были круглей. И еще интересная систематика была. От первой и второй группы было отличие, что на первую группу, которая на пропойках была, они буквально все в ряд были пухлые. Здесь во второй группе были, да, тоже в привесе тоже нормально, но было их мало, прям явно визуально было видно. То есть это все будет, конечно, на канале, если что, можете пронаблюдать.
Вот так вот. И буквально вот пару дней назад у нас эксперимент закончился. Я вывел последние результаты и сказать вам конечные, да, уже результаты, что у нас дало все это. За 2 месяца поднятия поголовья бройлеров. Мы сэкономили корм с мешка 2-2,5 килограмма. С одного мешка. Мешок у нас 25 килограмм. Вот теперь считайте. Это в процентном соотношении Это в озвучь? процентном соотношении 6-8% мы экономим корма. Допустим, с мешка. Это достаточно много. Я примерно прикинул, я вам скажу, мешок 1,5 я просто так выигрываю вообще на ровном месте. А потом, что еще мы получили? Мы получили в привесе. В конечном итоге у нас 2 группы были по 60 голов. Мы в итоге, наша первая группа, которая была на препаратах, вышла около почти 11 килограмм. То есть завысила, да? Превзошла вторую группу. То есть сэкономила корм и еще превзошла в весе. Ну, я не знаю, я считаю, это хорошо. Если учитывать, что препараты у нас малобюджетные. Они на самом деле стоят дешево. Я когда соотношение потом провел, я покупаю препараты пою, то есть ударит ли мне это по карману, ни в коем случае. Рентабельность была намного выше. Препараты прям буквально, это было просто копейки. Такие дела. Еще один такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вы полилактовид как использовали? Первые, вот по схеме, как использовали? Полилактовид вместе сразу с бентабаком давали, да? Так, теперь систематика пропойки, конечно же. Изначально у вас была выдана таблица мне. Я вам скажу, что на практике пришлось сделать коррекцию малую. Полилактовид, естественно, на начальных стадиях даешь. Почему? Потому что полилактовид что у нас делает? Все грибковые заболевания, все защиту, инфекционные грибковые заболевания защиту дает. А у нас начальная стадия как раз таки подвержена этому. Мы спасли этим самым. Я на начальных стадиях давал полилактовид. Бентабак еще не включал. Где-то на 5-6 сутки я включаю бентабак. И значит, первые 5 дней только полилактовид? Только полилактовид. Для поддержки всей системы живучей, чтобы они просто, да, самый вот это естественный отбор, когда начинается, и слабые умирают из-за каких-то малых даже инфекционных заболеваний. Мы полилактовидом спасли. На самом деле все поголовье жило нормально. Не было никаких смертей, ничего подобного. И начиная с 6 дней уже вы полилактовид даже с 5-го дня я полилактовид останавливаю, даю бентабак. Бентабак. Отсюда бентабак я даю беспрестанно. То есть только на 30-м дню я делаю перерыв недельный, лишь для того, чтобы организм чуть-чуть пошатнулся, что-то получил, какую-то, я не знаю, депрессняк, и заново получил новую дозу. Потому что дозу пришлось повышать, поскольку они у нас в весе уже намного Сначала больше. Вы давали Сначала 2 миллиграмма на голову, 2 миллиграмма на голову. Но, естественно, они растут, 2 миллиграмма им мало. И прежде чем дать им 4 миллиграмма, а как у вас, значит, в регламенте идет, 4 это максимальная, да, доза? Да. Чтобы дать 4 миллиграмма, я делаю перерыв, и потом ударным таким нововведением заходим 4 миллиграмма, и чувствуешь опять результат. Чувствуешь результат в поедании корма. Прям начинают меньше есть, наедаются быстро, насыщаются микро-макроэлементами. Но это я своими глазами воочию видел, я прям там жил, я целыми днями кормлю, все смотрю, мне это очень понравилось. А вторая группа, они буквально уничтожали за пару часов весь корм. Там у меня бункерные вот эти кормушки уже пустые просто. А те нормально поели, сидят. Экономия корма пошла, мне было очень приятно, конечно же, да. Так, значит, полилактовид, потом периодически я опять включаю. То есть, если мы 5 дней дали, где-то на 15-е сутки еще раз включаем мы его. На 5 дней, да? 5-7 дней, да. И после можно еще раз сделать профилактику после 30-го дня. Все, дальше уже больше не надо. Опять же, около 5 дней даете, то есть 3 этапа полилактовид. Чисто для профилактики ведем, не для лечения, для профилактики. А бентабак же у нас идет постоянно. Перерыв только на 30-й день, повышение дозы, и опять начинаем и до конца. Ну почему? Да потому что он экономит корм. Если его останавливаешь, у нас опять поедание увеличивается. Он экономит корм раз, он дает привес 2. Почему бы и нет? Вот, Расим, значит, из этого следует вот заключение такое, что нужно давать нарастающий, да, бентабак? Естественно, да, потому что они растут. Потому что вместе с, значит, они, бройлера растут, и, естественно, надо увеличивать, значит, количество бентабака. Да. И между этими какой-то перерыв 5-7 дней или сколько? 5 дней вполне достаточно. 5 дней вполне достаточно. Где-то на 30-й день, после 30-го дня, да?
30-й день останавливаем, на 35-й даем сразу 4 миллиграмма. Сразу 4, не 3, а сразу 4, да? Не 3, сразу 4 даем. Сразу У них 4? потому что вес уже бешеный. Там переходить ничего не надо, просто И даем. вот вы до конца даете это, До конца, до конца, буквально до до конца. убоя. Да. Вот, и, значит, получается, что вот такой вот... Расим, еще вот такой вот вопрос. Вот вы полилактовид использовали, многие, да, вот там, вы давали с водой, там, потому что по рекомендации, по инструкции, да, можно давать, значит, полилактовид с кормом, с сухим кормом, вы и с водой. Вы предпочли с водой. Конечно, намного проще Да, с водой. Да. вот, предпочли с водой, потому что вы считаете, что... Почему вы с водой не рекомендуем? Многие вот оставляют, например, да, вот, развели вот это вот полилактовид в воде, соответственно, вот по голове, да, а потом оставляют и на второй, и на третьи сутки. То есть вы потом, хотите сказать, препарат не должен в воде долго, как бы, долго насыщаться, должен, иначе да. он дает Вот обратный вы эффект. как поили? Вот, Да, скажите. вообще без проблем. Просто если у вас определенное количество голов, и вы понимаете, за какое время они могут выпить Да. сколько литров воды. Да. Вот это мое поголовье, допустим, если я даю им 10 литров. А чтобы они выпили, а у нас по регламенту идет 2-3 часа, препарат может быть, а потом его уже нежелательно выливать. Я беру, я просто литра 2 развожу, за 2-3 часа в лед уходит. Все, я их насытил Значит, препаратом. все, не И оставляется. самое главное, если вы сделаете в корм, смотрите, ну, во-первых, птица, ей корм вообще мочить как бы и не полагается. Здесь в сухом виде корм, особенно для курей, это сухой корм должен быть, по сути. Поэтому мы переходим на воду. И вода нас спасает еще больше. Почему? Потому что, прежде чем дать воду, мы пару часов не даем, то есть воду, они все пить хотят. Вы наливаете, они все разом получают всю свою дозу. А в корме, корм у нас постоянный. Да, постоянно. А в корме один придет, наестся, второго не пускает, то он передозировку взял, а этот не Равномерно, дополучил. в общем, Конечно. питья не Конечно. равномерно получение препарата не получится. С водой Поэтому это лучше, прям- вот ваша практика показывает, лучше с водой полилактовид. Вообще, я вам скажу, любой нормальный, хороший, уважающий себя фермер, такой вот масштабный, они все это знают. Просто нужно пропорцию воды соблюдать и давать, и все. До этого не поет, а с кормом так не получается. Вот вы сказали еще, вот бентамак включили вот на 5-й день. Почему именно на 5-й день? Что там служит? Вот в составе, например, бентабака есть и микроэлементы, и макроэлементы, и особенно, чем отличается наш препарат, там есть микроорганизмы, которые... Вот, вы вот своих соображений вы сказали, на 5-й день включили. Знаете, самое главное было упущено с самого Потому начала. что вы практик. Вот. Да, с самого начала самое главное было упущено, что препарат это у нас биологический. Об этом не было сказано ни слова. Сейчас мы говорим, и люди думают какую-то химию. Во-первых, хочу, конечно, подчеркнуть, что это не химия, это биология. Современный век показывает вообще свой прогресс именно в биологии. Биологические препараты, нет ни единой химии, после которой мы скажем, через сколько времени можно есть это мясо, да? Здесь такого не скажешь, Да. потому что это биология. Теперь вернемся к вашему вопросу, микро-макроэлементы. Ну, с первых суток, конечно же, у нас наш цыпленок, он, знаете, его нужно первый удар сделать, скорее всего, на защиту от инфекции. Поэтому... Ну, а потом уже насыщением элементами. Он уже подрастает, начинает хорошо есть, и вот здесь мы включаемся. Это как раз-таки 5-й день я для себя определяю и начинаю отсюда отдавать. С самого начала, я не знаю, они только на разгон учатся кушать, как бы туда-сюда, сразу им какие-то препараты давать, как бы и не хотелось. Ну, 5-й день самый такой идеально подобранный. Да. А вначале, конечно, на полилактовите с первых дней нужно защитить систему. Ну что, спасибо. Какие-то пожалуйста. пожелания у вас есть? Рекомендации, да, конечно, могу оставить. Все мой канал «Большой Папа» любят и уважают за то, что он, в принципе, как является честным каналом. Поэтому лишнего, наверное, говорить не стану. Если был бы плохой препарат и невыгодный, я бы не стал бы здесь просто распинаться, что-то говорить. Прежде чем брать какой-то препарат или какую-то продукцию, я всегда предупреждаю, буду говорить правду. Я всегда предупреждаю компанию, буду говорить правду. Поэтому сейчас я говорю правду. То есть этот препарат, он не ударил мне по карману, он мне дал то, чего, наверное, хочет видеть каждый фермер в своем хозяйстве. Это экономия корма на сегодняшний день. Это, я не знаю, это глобальная какая-то проблема, да? Из-за кормов, из-за дороговизны ее мы отказываемся порой вести фермерство. Поэтому мы здесь выигрываем достаточно хорошо. То есть вы можете использовать, как я понимаю, и крупнорогатый скот, мелкорогатый скот, любого вида живность, которая есть в Да, фермерстве. у нас разное, там и для крупного рогатого, для животных есть, и для птиц отдельно. Вот, который мы вам предлагали, это для птиц.
Ну, полилактовид идет он один, полилактовид и для птиц, и для животных всех животных. одинаково, да. И поэтому этот самый. Но я надеюсь, еще с вами совместная работа на этом не закончится. Конечно, Еще впереди, конечно. наверное, какие-то будут у нас эксперименты. Да, ну этот эксперимент показал себя, все-таки моя рекомендация, нужно взять этот препарат и попробовать, хотя бы попробовать для себя и понять. Я для себя попробовал, я вам говорю, я с вами, если даже не буду иметь никакой связи, я, наверное, приеду, прикуплю себе все-таки пару пачек, потому что достаточно хорошо он себя проявил. Поэтому большое и вам спасибо. И моя рекомендация, этот препарат достаточно хороший и имеет место быть на рынке. Вам большое спасибо, что вы согласились на эксперимент. Да, конечно. И вы честно, что проводили этот эксперимент, и честно рассказали нашим слушателям канала. Вам большое спасибо. До следующих встреч. Может быть, еще увидимся по другим экспериментам. Обязательно увидимся. Я тоже хочу с подписчиками, со всеми попрощаться. Ну и если у кого возникли вопросы, все-таки, где этот эксперимент и где его можно увидеть, оставим ссылку в описании на мой канал Большой Папа. Но я уверен, что многие уже там есть, да, подписаны. И все же переходите. Сейчас идет серия видео, выйдет в общей сложности 4 серии от А до Я. Как это все происходило, вы сможете посмотреть на моем канале. Ну все, всем спасибо, всем пока. Надеюсь, вам этот ролик информативным был каким-то и полезным. Оставайтесь на канале, и мы будем дальше как-то проверять и что-то еще делать, экспериментировать все-таки, потому что очень интересный препарат, с которым можно работать. До свидания. Всем пока.